Добрый день, ребята! Тема урока баскетбол, броски мяча. Цель урока – усвоение учащих основных умений и навыков игры баскетбол. Задача урока – обучение выполнения бросков, закрепление техники бросков мяча. Броски мяча. Бросок определяется рядом критериев. Количеством рук, участвующих в броске, двумя или одной рукой. Расположением мяча, начальный момент выполняемого броскового движения от головы, над головой, от плеча, от груди, снизу. Отношением к опоре, с места в прыжке. Характера, предшествующего броску двигательного действия, движений после ведения мяча. Виды бросков в баскетболе. Броски в баскетболе можно классифицировать по следующим категориям. Бросок двумя руками и одной рукой. Бросок от груди, бросок снизу, бросок сверху вниз. Позиция и передвижение игрока. Характер движения игрока. Бросок с места, бросок в движении, бросок в прыжке. Расстояние до кольца. Дальний бросок трехочковый, средний бросок, близкий бросок из-под щита сверху. Бросок одной рукой сверху в движении. Успех обеспечивается правильной работой ног. Если, приближаясь к корзине с правой стороны, оттолкнуться перед броском левой ногой, это позволит сохранить равновесие при броске правой рукой. Бросок выполняется ближайшей к щиту рукой, чтобы укрыть мяч от соперника. После введения вблизи от корзины мяч нужно удерживать двумя руками на уровне груди. Начинать отталкивание и выносить мяч вверх. При выносе мяча вверх его следует удерживать двумя руками почти до самого момента броска. Как обе руки будут выпрямлены, правой рукой толкаем мяч вверх, направляя его в щит 30 см над корзиной. Бросок одной рукой от головы. Бросок применяется для поражения корзины с линии штрафного броска. Баскетболист принимает стойку. Одноименная с бросающей рукой нога находится впереди. Другая нога на полстопы назад. Мяч удерживаем двумя руками у плеча бросающей руки. Кистью со стороны задней поверхности мяча. Готовительная фаза начинается одновременным сгибанием в коленных суставах и вынос мяча к голове. Взгляд концентрируется на верхней, ближе к игроку, точке дуги кольца. В основной фазе броскового движения заканчивается активным сгибанием вперед кисти. Выпуск мяча осуществляется при полном выпрямлении и ног, и бросающей руки. Направляющее движение мячу задается указательным пальцем. Усилие на нижнюю часть придает обратное вращательное движение. В завершающей фазе выполнения приема бросающая рука сопровождается полетом мяча к корзине. Игрок тянется за мячом, поднимаясь на носки, а затем приходит в стойку готовности. Бросок крюком. Бросок крюком является важным броском в баскетболе. В исходном положении, удерживая мяч двумя руками перед собой, ступни ног должны быть расположены параллельно в ходе игры для того, чтобы ввести защитника из равновесия. Можно сделать финт вправо, но основное движение начинается влево, левой ногой. Сделай шаг левой ногой к корзине, в то время как твое тело начинает поворот. Затем перенесите тяжесть тела на левую ногу в момент окончания поворота. В это время взглядом надо отыскать корзину и послать мяч вверх над головой широким маковым движением правой руки. После выпуска мяча надо быть лицом к корзине, прочно удерживая равновесие на двух ногах. Постарайтесь попасть мячом в щит так, чтобы он отскочил в корзину. Тренировка бросков в баскетболе. Запомни, чтобы стать снайпером, нужно постоянно тренироваться. Только постоянные тренировки разовьют в тебе уверенность, необходимую для точных бросков в условиях активного противодействия защиты, ребят. Домашнее задание. Выполнение упражнений на улучшение зрения. Спасибо за внимание.